Добрый день, дорогие телезрители! В эфире дневное шоу «Между делом» и я, ее ведущая Виктория Будаева. Северная Осетия вошла в топ-5 мест, которые хотят посетить туристы этим летом. Действительно, в последнее время наша республика обретает все большую популярность, что, конечно, не может не радовать. Но что есть Осетия в представлении наших гостей? В первую очередь красота гор и, конечно, осетинские пироги. А ведь и горы, и национальная кухня – это не просто красиво и вкусно. За всем этим стоит многовековая история, традиции, обычаи и, конечно, особенный сакральный смысл. И как республика с уникальной, аутентичной культурой, Осетия обрастает многочисленными мифами и легендами. В нашем сегодняшнем эфире мы решили развеять некоторые из них и в целом поговорить о том, что могло бы заинтересовать туристов в Осетии, чтобы лучше ее понять. Но делать я, конечно, это буду, как всегда, не одна. К нам в гости приехала прекрасная девушка Ангелина. Она журналист. Осетия для нее пока совсем закрытая книга, потому мы с нашей командой решили провести для Ангелины специальный эфир, который познакомит ее с особенностями республики. И я с удовольствием рада приветствовать ее в нашей студии. Ангелина, привет! Привет, Вика! Как у тебя настроение? Отлично, у тебя? У меня тоже прекрасное настроение. Я очень рада, что ты сегодня у нас в гостях. Спасибо. Прежде чем мы начнем сегодняшний эфир, хотела бы у тебя спросить, где ты уже успела побывать и что тебя впечатлило? Я в Осетии нахожусь всего лишь несколько дней. Я успела побывать только в центре Владикавказа, но мне он очень сильно понравился. Милый, уютный город, европейский довольно-таки. Но я думаю, что я еще, конечно, успею побывать и в других местах Осетии. Уверена, я желаю тебе посмотреть все самое интересное. И, конечно, очень красивых, много красивых мест тебя ждет впереди. Тебе еще много чего предстоит узнать. И я думаю, что в процессе того, как ты будешь познавать нашу республику, у тебя может возникнуть очень много вопросов. Как сказал Сократ, чем больше я узнаю, тем меньше я знаю. Так вот, чтобы предвосхитить эти вопросы, я думаю, что мы можем в сегодняшнем нашем эфире осветить какие-то ключевые, которые тебя больше всего заинтересуют. Как ты к этому относишься? Я отношусь к этому отлично, совершенно положительно. Ну что ж, прекрасно, тогда мы начинаем. Иди, пожалуйста, присаживайся. Спасибо. На наше уютное креслице и начинаем общаться. Ну что ж, любой дом, семья, город, республика и уж тем более народ – все имеет свою историю. Конечно же, Осетия не исключение. Происхождение осетин – наши корни, наши предки. Я думаю, что все это до сих пор исследуется, вызывает множество споров и дискуссий. Скифы, сарматы, аланы, нартовский эпос. Я уверена, что в таком количестве информации очень легко запутаться. Давайте вместе разбираться, и поможет нам в этом историк, учитель 4-й гимназии Заурбек Албегов. Здравствуйте, Здравствуйте, Заурбек. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Присаживайтесь к нам сюда за стол. Ну что ж, начнем с истории. У нас сегодня в гостях Ангелина. Здравствуйте. Она с Москвы. Вот мы бы хотели в сегодняшнем эфире осветить очень такие ключевые моменты, касающиеся Осетии, чтобы познакомить Ангелину с нашей республикой. Ну давайте с самых истоков. Да, давайте начнем с того, о гипотезах происхождения осетинского народа. Самого, наверное, простого и основного. Ну, может быть, не самого простого. Ну, да, это самый, наверное, непростой, но почему-то всегда все обращаются к зарубежным историкам и так далее. Но никто не говорит о нашем российском ученом 18 века Ломоносове. Так. Да, Михаил Васильевич. Так у него вот есть вот краткий российский летописец с родословием, в том числе, где он упоминает об аланах. Вот. И говорит, что аланы, ссылаясь в том числе сам на князя Оболенского, и говорит, что аланы, согласно, значит, Библии, они прямые потомки Иофета. Иофет – это младший сын Ноя. У него было 3 сына, значит, Сим, Хам и Иофет. Так вот, они являются прямыми потомками, значит, Иофета, да. Арийцами, выходцами из Индии. Вот откуда у нас арии. Да. А скифы, сарматы? А аланы, значит, они являются
Значит, скиф и сарматы Начало. являются потомками Наоборот. Иофета. Наоборот. Да. Что я запуталась. Скиф и сарматы были раньше, потом из Да. них выделились племя Алан. Также Ломоносов говорит, что значит, племена Алан были двух видов племен. Одними управляли цари, их называли росами, другими управляли старейшины. Вот. Но это в трудах вот Ломоносова, которые на сегодняшний день практически трудно найти. А расскажите, пожалуйста, вот о территории расселения Алан. Территория расселения Алан Я знаю, что она была очень довольно большая, обширная. Да, она была обширная. Вот, в том числе, вот на сегодняшний день, когда вы раньше отдыхали, допустим, на Черном море, то Черное море называли греки понтом. То в том числе и эта территория среди Черноморья, она также принадлежала Аланам. И они на ней были расселены тоже. Так же. Вот. Но меня Аланы были кочевниками, насколько мы все знаем, да, и вот им причисляют вообще огромные, конечно, территории, там и Да, Англия, да. и все многие названия связывают тоже с осетинским Они языком. в основном воевали, да, наверное, Да, в они Европе? были, да, Наемными. в основном наемниками они были. И частенько, конечно, и воевали. Ну, считались хорошими воинами, отличными воинами. Поэтому их и нанимали, в общем-то. А расскажите, пожалуйста, как аланы перебрались на Кавказ? Ну, во время великого переселения народов, большого переселения народов, вот они попали на Кавказ, но в том числе и помогли им и другие, варварские племена, значит, вынуждены были сюда переселиться и попасть во время нашествия гуннов. Вот. Поэтому часть Алан здесь, на Кавказе, часть до Китая дошла. То есть, расселение территории, география расселения Алан, она очень большая. А почему вот по-осетински название Осетии Ирыштон, да? И Осетия называет себя Иротта, да? То есть Ир, получается, Да. Осетия, да? То есть, Это само название Осетина. А почему Само Осетия? название, да. А Осетия, Осетия это Ира, уже да. грузинское название. Оси. Грузины, значит, Осетина они назвали Оси, и вот осталась Осетия так. Оси, я знаю, что в древнерусских летописях они назывались ясы. Ну, ясы, да, они тоже. И сейчас в Венгрии есть, значит, ясы. Да? Да. А расскажите об этом. Это отдельная как бы история, об этом много написано, и в том числе из Венгрии представители венгерской интеллигенции приезжали и здесь общались с нами. Они знают, что они, значит, являются аланами. Если по другим даже странам пойти, то официально считается, что осетин, не более миллиона осталось. Реально их, конечно, больше. Если взять тот же Персию, то есть Иран, да, то там порядка, вот как выходцы из Сирии, вот у меня есть родственники, как бы, и они говорят, что алан в Иране порядка 2 миллионов. Они язык не знают, но они считают себя аланами. Интересно. А вот почему у нас такие сейчас возникают споры по поводу того, что другие народности тоже причисляют себя к аланам? Каланом, да. А вы, если возьмете нардский эпос, то практически все народы Кавказа, практически не все, там за исключением чеченцев, они тоже причисляют и считают, что это нардский эпос им принадлежит. Но француз Дюмизиль, значит, обосновал и доказал им, что в Осетии ему, правда, ни улицу не назвали, как Щегрина или Миллера, но, Надо может, исправлять назовут, эту да, ситуацию. исправлять ситуацию, да. Я слышала, что аланы, они участвовали в этногенозе многих кавказских народов. Вот, может быть, могли бы что-то такое рассказать? Они, естественно, если бы они в этом не участвовали, на сегодняшний день, вот мне вопрос задали, что они бы, другие народы бы не претендовали. Не причисляли. Не причисляли, Не причисляли да, по себя этой к аланам, причине. и в том числе к нардскому эпосу не говорили бы, что имеют какое-то отношение. Вы если возьмете кабардинцев, значит, балкарцев, они тоже говорят, это нардский эпос наш. Но, я же говорю, еще раз повторяюсь, француз Жорж Дюмизиль. Да, Жорж Дюмизиль доказал, что он принадлежит осетинам.
Стопроцентно. Да. А что-то можете сказать вот немного по диалектам нашим? Вот откуда они образовались? Почему у нас их 3? Основных. Да, основных. 3 же основных у нас. Ну диалекта. да, ну он... Образовались они, ну, самый древний диалект считается дегурский. Все-таки дегурский. Да, Так да, много споров да. по этому поводу. А ирландский, он, значит, в общем-то, литературный язык. Ну, А и- разговорный? А разговорный... Ну, разговорный они каждый, кто кто как. на своем языке, да. На своем Ну, языке в каждый принципе, говорит. друг друга понимают. Понимаем, да? Да. То есть нет каких-то таких различий? Нет, больших таких вот, как бы, разногласий, Кардинальных. да, нету в языке. Ну, в общем-то, и третий диалект, это считается кударский, ну, это с Кударского ущелья. И вот, значит, это третий диалект. А вы слышали про происхождение именно этого названия? Почему кударцы? Ущелье там, Ущелье. Кударское, да. Оно так и называется. Вот тут происхождение оттуда. То есть место проживания. Что это у вас такое здесь? Папочки интересное. А это вот я вам то, что ну, начал, с чего разговор. Это, наверное, труды Могу Ломоносова, вам, да, это да, ну их просто нету. Ну, очень интересно, я думаю, тебе А, будет кстати, интересно да. почитать. Ознакомитесь, можете- кстати да, говоря, я да, я возьму. копию сделал, можете ее сказать. Отлично, спасибо. Спасибо вам Там, большое. кстати, даже написано, что славяне – это аланы. Существует много разных теорий, Вот это вот целых здесь 3 теории. Что ж, будем Ломоносова все это изучать. Изучать, Да, да. особенно Ангелине, Пожалуйста. это будет интересно. Но, вы знаете, я думаю, что и Думаю, нашим не жителям только не мне. лишний, потому что до сих пор это все обсуждается, до сих пор все поддается дискуссиям. Ну, эти труды. Гипотезы происхождения осетин, кому принадлежат, откуда пошли. Спасибо вам большое, Спасибо что большое. смогли найти Пожалуйста. время, что дали нам информацию по Вам таким спасибо. вопросам. Я думаю, Ангелина, тебе была полезна эта информация. Да, безусловно. Спасибо Ну, вам это большое за если интересную найдете, тоже беседу. почитайте. Обязательно. Ну, вы пока не уходите, у нас есть Хорошо. интересный опрос. Да, Ангелин, перед тем, как общаться с нашим следующим гостем, мы решили спросить у жителей города, читают ли они литературу. Да, на осетинском языке. Давайте посмотрим. На осетинском языке я чаще всего читаю нартовский эпос и сказания разные. Допустим, Таурахта, который написал Джекаев Шамиль. Очень люблю эту книгу, часто перечитываю. Ну, я читал ранее, но сейчас уже не читаю. Читал в основном, ну, по школьной программе, а так не увлекался. Я армянка, хотя 17 лет живу в Осетии. К сожалению, не читаю, но не имею против языка. Буду рада, если мои дети его будут знать, учить, читать на нем. Школьную программу мы читали, Кустахи Тагурова, наш эпос. Мы читали школьную программу, а так не читаю, в свободное время нет. Честно говоря, нет. В школе читал, сейчас нет. Нет, а я не умею. Что ж, ни для кого не секрет, что первое, с чем ассоциируется Осетия, это, конечно, пироги. На самом деле, я не знаю ни одного человека, кому бы пироги пришлись бы не по вкусу. Безусловно, традиционное осетинское блюдо – это визитная карточка нашей республики. Абсолютно согласна. И одним только запахом осетинских пирогов уже можно наесться. Но за пределами республики не всегда то, что имеет гордое название осетинский пирог, можно таковым назвать по праву. Почему? Дело в том, что вне Осетии существует множество других разнообразных начинок и разных украшений пирогов, которые подчас не встретишь в самой республике. Я немного смятения, Вика, если честно. Ну, я на самом деле тебя очень понимаю, потому что сама, когда путешествую по России, встречаюсь с таким явлением, когда на самом деле абсолютно аутентичное блюдо не соответствует тому, что должно быть. И меня, как представительницу осетинского народа, Смущает это, да? смущает, да, на самом деле. Вот. Но я думаю, что мы сейчас в этом разберемся, и что собой представляют осетинские пироги, и в чем их сакральный смысл, и чем еще славится осетинская кухня. Кухня, давайте да, мы поговорим разберем. с нашей следующей гостьей Мирой Хикелаевой. Здравствуйте, Здравствуйте, Мира. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, присаживайтесь. Как ваше настроение? О, у меня настроение всегда хорошее. Как Это прекрасно. замечательно. Совсем хорошее. Особенно, когда у нас такая молодежь, такие передачи.
красивые, естественно. Прекрасно. Но у меня есть вопрос, наверное, как у представительницы неосетинской культуры. Давайте представим ситуацию. Я иду в магазин, допустим, в другом городе, например, в Москве, покупаю осетинский пирог, прихожу домой, разогреваю его в микроволновке и ем. Вот правильно ли я употребляю, правильно ли я ем осетинский пирог? Во-первых, когда осетинский пирог второй раз греешь, когда в духовке греешь, хрустящий такой, туда еще масло, тогда у тебя аппетит хороший будет. В микроволновке, во-первых, не то. Во-вторых, я не думаю, что у тебя аппетит и запах, как ты до этого говорила, запах тебе не понравится так, как в духовке. Я заметила разницу. О. Да, но Ангелина имеет в виду саму культуру. Да. Сама культура, вы знаете, вот совсем недавно в Фейсбуке я смотрю, читаю, там, значит, молодой человек, ну, не наш, не осетин, заявляет, что осетины пироги печь не умеют. Почему? Дальше слушай. Он печет, значит, картофчину, пирог с картошкой. В общем, взял копченый сыр адыгейский. Так. Взял еще какой-то сыр, зеленый лук, картошку отварил, пюре сделал, туда зеленый лук в картофчин. Испортил пироги. Это разве пироги? Да, вот я хотела бы тоже задать такой вопрос. Например, за пределами действительно Осетии вы можете встретить пироги с баклажанами, и с говядиной, и с Не с баклажанами, с кабачками. С кабачками. С кабачками можно. Да, может быть. Я видела и с баклажанами. Вот скажите, пожалуйста, осетинский пирог с нетрадиционной начинкой, он может считаться осетинским пирогом? В чем смысл этих начинок? Нет. Расскажите нам. Осетинские пироги были с сыром, так, с мясом фычин, рубленый хорошенько, топором порубить, сочный такой, туда еще и бульон, и все, побольше начинки. С бурачными листьями. По идее, вот сейчас только об этом я за студией рассказывала. У нас в селе с бурачных листьев их не делали. У нас выращивали сахарную свеклу, и вот с этих листьев делали. И к ним еще лебеду добавляли. Ну, по аппетиту, по настроению, кто как любит, и еще зеленый лук можно добавлять. Вот с бурачных листьев, когда делаешь. И вот когда лебеду туда добавляешь, и свежий сыр, они бывают воздушными. Очень, я скажу, что всем нравятся. И это с листьями, значит. Теперь с тыквой есть. Но вот сейчас наши тоже вот нарушают то, что в старину с тыквой пироги никогда не делали без сыра. Со свежим сыром делали с тыквой пироги. Там свежий лук еще потереть, вот репчатый, вот так делали. И чебрец немного добавить. Приправа. Вот так делали, пекли вот так. Очень вкусно. Сейчас начинают так. Тыква, туда, значит, зажарку сделают с лука. Кто-то на сливочном масле, кто-то на постном масле. И еще такое дело, что если у людей здоровья нету, вот это жареное, для чего тебе нужно и зачем ты портишь пироги. С капустой пироги то же самое. Свежую капусту вот через терку натереть. И свежий сыр, чуть-чуть соли. Вот это шикарно. А сейчас любят добавлять орехи, насколько я знаю. Орехи не у нас добавляют. Орехи грузины добавляли, Южная Осетия добавляла. Да. Скажите, вот здесь все. Вот посмотрите, я это вам в подарок принесла. Посмотрите. Какая прелесть. Посмотрите, это вот все пироги. Вот пиво наше, посмотри, осетинское. Пиво я уже успела попробовать. Нет, не успела, ты его сейчас попробуешь. Я думаю, не сейчас. Нет, Вася, что ты отделяешь? Вот эта чаша, этой чаше 130 лет. Да вы что? Да, вот этой чаше. Вот с этой чаши у нас многие молятся. Есть какие-то кафе, ну не кафе, может быть, есть ли какие-то предметы, которые действительно вот так передаются с поколения в поколение старые, да, из них они у меня есть. Пиво. И через что пиво фильтровали, и все есть. Вот как сыр делается, видите? Это все вам вот. Хотелось бы немножко поговорить о сакральной части осетинских пирогов. Я знаю, что их едят по 3 осетинских пирога, кладут друг на друга и едят. Почему так? Расскажите, пожалуйста.
По хорошему поводу, за это тоже расскажу. По хорошему поводу, хотим о свадьба, хорошем день рождения, туда-сюда, нечетное число кладется пирогов. 3 пирога. 3 пирога – это наше сакральное. Верх – Бог, середина – небо и земля. Вниз, нижнее это. Если похороны, то верх убирается, солнце убирается, у покойника солнца уже нету. Даже у нас есть старинный пирог Артхурон. Никто его уже не знает, никто его не делает. На Старый Новый год наши пекут. И вот этот Артхурон для покойников тоже делали. Там, значит, на этом артхуроне вовнутрь что только и орехи, и все кладут. И еще вот мелочь, вот, или рубль, или 10 рублей, вот так, почистят хорошенько, фольгу завернут и положат в этот пирог. Вот кому этот кусок достанется, значит, самый удачный год для него, замуж выйдет, или вот, ну, вот такие эти. Но на этом пироге солнце, вот налепят солнце, как будто бы этот. То есть пирог символизирует солнце. Да, Артхуро. Но для покойников такое же тоже делали, но солнце было вот в стороне уже. Солнце его ушло. И вот так, как будто бы эти ступеньки. Вот такой пирог делали раньше. Я сколько живу в Осетии, но у никогда нас об этом не многие уже не знают, многие уже не делают. Молодые уже не знают, да, наверное, этот и смысл в не годах, знают. которые тоже не... Вот совершенно недавно мне в годах женщина, она и молитвы хорошо знает, и обычаи хорошо знает, все. Но она мне позвонила и спрашивает, мол, с зеленью языка, сахара языка. Тоже вот никто уже не делает. Зелени тоже делали языка. Но делали как? Там, значит, не на сметане, не на этом, но на сыворотке. Там бурачные листья, листья крапивы, и лебеда, все такое. Вот это туда кладут. И очень вкусно. И сливочное масло туда, естественно. Очень вкусный языка получается. А есть еще треугольные пироги. Треугольные, По какому поводу их пекут? табуинот. Это, значит, вот они тоже здесь. Они на 3 ребра барана режут, все такое под святой вкус. По святым праздникам эти треугольные делают. Вот. Ну, когда в святилище, допустим, Святого Хетага едут, обязательно с треугольными пирогами. Есть еще такое дело, что, допустим, вот для свадьбы, когда для дня рождения все по-хорошему, 3 пирога, когда делаешь, то вот с той стороны, где вот это тесто собрало, вот с этой стороны, значит, в духовку тоже класть надо. А то, что покойнику печешь, это переворачивается и так кладется в духовку. Теперь наши многие, даже вчера кто-то из наших в Инстаграме выставил, значит, вот за пироги разговор, и там говорят, мол, пироги, 3 пирога надо делить на 8 частей. А если вот рассудить, подумать вот об этом, да, четное число же 8. Да, получается. По хорошему поводу почему-то, например, у нас в селе... Счастливое число, да. У нас в селе делят на 7 частей. 3 пирога, 21 кусков. Чтобы было нечетное Да, количество. нечетное. Я думаю, что о пирогах можно говорить И бесконечно. еще, А самое главное, что их нужно... вот эти треугольные резать нельзя, их руками ломать надо. Ой, Мир, вы столько интересной информации нам рассказываете, что, мне кажется, нашего эфира просто я не щас- хватит. я сейчас на такси ехала, я таксисту говорю, если я говорю, они то я говорю, до завтра я буду говорить. Я говорю, столько они не выдержат меня. Спасибо большое, Мир. Если бы у Спасибо нас было большое. столько эфирного времени, мы, наверное, целую передачу посвятим только нашей осетинской кухне. Спасибо большое, что нашли для нас время. Спасибо вам Да. тоже. А мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, не переключайтесь. Издревле аланы считались отличными воинами, и на протяжении всей истории мужчины-осетины прославляли свой народ ратными подвигами. Кстати, Вика, ты знала, что во Второй мировой войне больше всего погибло осетин, исходя из расчета на душу населения? Это, конечно же, свидетельствует о мужестве осетинских мужчин. Да, безусловно, конечно, я знала этот факт, и я очень им горжусь, и я благодарю тебя, Ангелина, за то, что ты решила этот факт подчеркнуть. Но на самом деле, я думаю, что роль осетинских женщин тоже не стоит умалять. Очень много выдающихся осетинок, которые прославили наш народ, и ими тоже можно гордиться.
Женщина, в принципе, играет важнейшую роль в обществе. Она дает энергию, вдохновляет своей красотой и продолжает род. И какой бы ни казалась слабая и хрупкая женщина, на ее плечах лежит колоссальный труд, совершенно незаметный на первый взгляд, что делает ее, безусловно, очень сильной. О роли женщины в осетинском обществе мы поговорим с нашей гостьей, директором Национальной научной библиотеки Ириной Хаймановой. Здравствуйте, Ирина. Спасибо Здравствуйте. большое, что нашли время и нам его уделили. Ну что ж, вот как вы считаете, в осетинской культуре и в эпосе женщине довольно-таки большая роль отводится, высокая. В чем заключается, в принципе, сила женщины в мировоззрении нашего народа? Как вы считаете? Но осетинская женщина, да, не стоит в стороне от мирового сообщества женщин. Она несет в себе те же черты, многие те же черты, да, общие для женщины вообще. А женщина – это эквивалентно слову «красота». Если вспомнить Достоевского, да, «красота спасет мир». Это те слова, которые разошлись на цитаты, слова, вложенные в уста князя Мышкина. Так вот, если вдуматься, какая красота должна спасти мир, то можно оттолкнуться опять же от известных великих философов Ницше, Гёте. Красота – это, по их мнению, это нравственность и добродетель. Так вот, кто, как не женщина, является источником этой нравственности и этой добродетели? По сути дела, женщина – это целый мир, потому что женщина по своей природе не завоеватель, так как женщине, по сути, и принадлежит этот мир, так как она дает жизнь. Но если говорить об осетинской женщине, то она, конечно, тоже является воплощением красоты. И здесь надо отдать должное мужчинам, что всегда в осетинском обществе было поклонение женщине. Ну, достаточно, наверное, вспомнить такой вот наш самый известный, любимый образ женщины, Шатана, да, с какой любовью осетины его создавали, сколько в ней мудрости и нежности. Можно, наверное, говорить о том, что она является вот тем самым идеалом осетинской женщины, матери. Если опираться, допустим, на нашего классика Коста Хитагурова, то он тоже, например, в своем этнографическом очерке Ошоба, он говорил о том, что женщине, конечно, живется тяжело, но при этом она заслуживает абсолютного поклонения. Ну, собственно, в осетинской семье, безусловно, мужчина был всегда главой, а женщина была хранителем очага и таким эмоциональным фоном. Многое в доме зависело от нее. Воспитанием, как мы знаем, до 10-12 лет занималась женщина. Потом уже мальчики переходили в руки мужчины. Более того, именно женщина в осетинской семье, она закладывала в ребенка те качества, которые, вот мне очень нравится выражение Заболоцкого, то, что называется грацией души. А от нее во многом зависело будущее ребенка, от нее зависел ее разум, степень образованности и вера ребенка. Ну вот вы упомянули как раз мудрейшую Шатану, и вот раньше в Осетии было принято, в каждом роду практически была такая мудрейшая, старейшая женщина, которая решала очень какие-то глобальные вопросы. То есть, когда возникали спорные ситуации, шли именно за советом к ней. Мне кажется, что сейчас уже немножечко это поколение ушло. Есть у нас еще такие женщины? Бывают у нас еще такие, к которым вот так обращаются за советом, мудрейшие рода? Ну, мне кажется, здесь, возможно, проблема немного в другом. Потому что, если объективно оценивать, да, вот духовное состояние вот современной молодежи, конечно, здесь мы можем наблюдать какие-то определенные проблемы. Это и недостаточный уровень культуры, неумение правильно общаться, и в том числе вот дисбаланс в отношениях старшего и младшего поколения. Мне кажется, здесь проблема больше вот в этом. А, безусловно, мудрые, наполненные женщины, способные дать нужный совет, у нас их в изобилии. И я думаю, в том числе для женщины, это как бы тот
объем, в который она должна как-то вот мудро вмешиваться, и для того, чтобы мы все сообща могли прийти к какому-то вот балансу в этом и найти опять взаимопонимание, взаимозависимость вот этих двух разных поколений. Расскажите, пожалуйста, сейчас во всем мире идет некая тенденция к феминизации. Это как-то отражается на осетинской женщине, на осетинском обществе? Ну, я уже говорила, что осетинская женщина – это часть мирового такого женского сообщества. И, конечно, те процессы глобализации, которые происходят, касаются и нашей женщины. Ну, я думаю, что в этом есть абсолютный плюс. Мы все видим, что наши осетинские женщины, они имеют возможность активно развиваться, а это дает им возможность абсолютного выбора. Женщина может сама для себя решить, кем ей быть. То ли ей быть лидером, то ли строить свою карьеру, то ли оставаться домохозяйкой, то ли заниматься какой-то свободной профессией, я имею в виду художники, писатели и так далее. В этом есть абсолютный плюс. Единственное, я, наверное, с чем могла бы не согласиться, вот то, что у меня вызывает абсолютное чувство протеста, когда женщины, ну, опять же, пользуясь своими неограниченными возможностями, демонстрируют свою физическую силу. А у нас, на мой взгляд, это достаточно распространено. Я имею в виду, например, силовые виды спорта. Вот это то, что мне, может быть, не очень импонирует. Хотя они, в принципе, очень достойно представляют нашу республику. Да, абсолютно. Добиваются больших успехов. А почему, как вы думаете, сейчас все больше женщин идет в такой довольно агрессивный спорт, ну, для некоторых, восточное единоборство? Сложно сказать, если честно, я об этом задумывалась. Не знаю, может быть, это что-то генетическое. Да? Вот мы тоже об этом думали. Да, были же женщины-воительницы. Да. То, что вот природой внутри заложено, то это вот как бы находит вот такие проявления. А вот скажите, мне интересно, то, что женщины сейчас довольно-таки стали, ну, скажем так, своенравны, да, по сравнению с хотя бы с прошлым столетием, с позапрошлым столетием. Может, как-то это негативно отразилось на институте семьи? Могло это вот как-то повлиять на ту ситуацию, что сейчас, ну, браки распадаются, вот как-то не очень складывается хорошо ситуация? Как мы знаем, по статистике сейчас идет очень большой процент разводов, да, и до какого-то времени это был как бы повод для определенной гордости, потому что все-таки осетинская семья, она была относительно крепкая, молодая семья по сравнению, ну, с некоторыми другими регионами, но, к сожалению, сейчас вот идет у нас тоже активное разрушение вот семьи ячейки. И, как говорят, в любой проблеме, да, не бывает виноват один. Конечно, виноваты оба, и, конечно же, вина женщины в этом тоже есть. Может быть, не хватает, наверное, утратили во многом вот ту самую женскую мудрость, да, которая и должна цементировать во многом этот брак. А ведь, как известно, женщина умна от природы, как говорят. Мужчина из книг, а женщина от природы. И мудрость мужчины во многом зависит от мудрости женщины. А вы сказали еще, что будущее детей женщины зависело от самой женщины. Что говорила, может быть, осетинская женщина, или как она должна была воспитать своих детей, чтобы ее дети стали успешными, сильными в будущем? Ну, наверное, это прежде всего трудолюбие. Трудолюбие в основе всего. Ну, помимо иных моральных качеств, конечно. Ну, каких еще, да, например? Безусловно. Это вот сегодня время немножечко изменилось, и как бы трудолюбие не всегда равно успеху. Тут как бы появляются какие-то другие составляющие. А я думаю, прежде вот это было почти вот эквивалентно. Чем-то святым даже в какой-то степени. Ну, вот нас сейчас смотрят, я думаю, очень много молодых девушек. Что бы вы им пожелали, какое бы напутствие дали вот в дальнейшем на будущее? Сколько бы мы сегодня ни говорили, да, о молодежи, ну,
не всегда положительно. Тем не менее, я считаю, что у нас замечательная молодежь. И у нас есть все для того, чтобы вот образ шатана, о котором я уже изначально начала, да, в качестве такого примера идеала осетинской женщины, ничего не потеряно. Просто, может быть, немножко остановиться, немножко задуматься, да, чего не хватает тебе, чего не хватает для того, чтобы ты была счастлива, чего не хватает для того, чтобы правильно выстроить отношения с мужчиной, чего не хватает для того, чтобы вырастить достойное поколение. Спасибо вам большое, Ирина. Спасибо. Мы получали очень много важных советов в том числе. И спасибо, что вы нашли время, пришли к нам. Спасибо большое, было очень интересно. Да, мы сейчас прервемся на опрос «Путешествие по нашей большой стране». Что только не услышишь о своем народе, о его культуре. Иногда очень забавная история, на самом деле. Наши корреспонденты поинтересовались у жителей города, какие самые интересные мифы они слышали об Осетии. Давайте посмотрим. На самом деле в Осетии есть множество мифов, которые чаще всего лично для меня подтверждаются. Например, миф о том, что такое понятие, как осетинская пунктуальность, то, что мы всегда опаздываем, то, что осетины нерасторопные, то, что мы никуда не спешим и так далее. Ну, то, что все тут какие-то спортивные, все ходят в спортивках Раша, такие агрессивные все. Ну и все. С мифами сильно так не знакома, но сама очень рада тому, что здесь люди благожелательные, добрые, отзывчивые. Одним словом, Кавказ. Многие считают, что здесь все ходят с автоматами, что здесь небезопасно, но на самом деле это не так. Достаточно культурные люди, все спокойно. На самом деле мифов очень много. Все думают, что здесь небезопасно, Кавказ. Но это все мифы. Здесь очень безопасно, очень хорошо. Люди очень добрые. Большинство людей из России считают, что люди, которые живут на Кавказе, они какие-то дикари, и сюда лучше не приезжать. Но на самом деле весь Кавказ, в основном Осетия, очень дружные и очень гостеприимные. Ждем всех в Осетии. Мифы об Осетии, например, многие думают, что в Осетии мало православных людей, но на самом деле это не так. И то, что в Осетии очень часто кушают осетинские пироги, хотя их кушают только по праздникам. У нас в СМИ обычно распространяют то, что у нас очень агрессивный народ, и гулять опасно, там стреляют постоянно. На свадьбах там кто-то берет оружие, стреляют в воздух, все такое. В общем, у нас такого нет. Приезжайте. Что ж, мы упомянули сильных женщин, которые остаются сильными, несмотря на хрупкость и нежность. Причем такими они могут быть не только морально. И мы предлагаем сейчас в нашу студию к нашей беседе присоединиться бойца смешанных единоборств Милану Дудиеву. Проходите, пожалуйста, Милан. Проходите, здравствуйте. Здравствуйте. Обсудим как раз, как уметь себе сочетать женственность и силу. И силу, да. Да, Милан, прежде всего расскажите, почему именно смешанные единоборства? Вот это часто задаваемый вопрос, который я не перестаю отвечать. Наверное, внутри у меня это заложено было. Как-то генетически, да? Генетически, да. И хотела там разыграть этим, может, танцем этим, но мне что-то не хватало. И если тебе что-то суждено, то это будет. Если ты этого хочешь, то ты начнешь над этим работать. То есть изначально, будучи ребенком, вы уже чувствовали себе в желании именно вот драться? Что-то, да, было. Хотя я была очень мнительная, обидчивая, если я подерусь, там, ударюсь, могла я сразу плакать. Но папа всегда натравливал с мальчиками, с братьями, мы дрались. Даже так? Да, бывало такое. И, естественно, мне никогда не хотелось проигрывать. И вот за счет этого, наверное, мой характер вырабатывался, и я понимала, что мне что-то не хватает, учеба мне не интересно было, мне ничего не интересно. Что-то ходила на осетинские танцы, ходила на бальные танцы, втихаря от папы, да. И что-то не то.
когда я уже пошла на рукопашный бой, я поняла, все, это мое. Как интересно, значит, получается, папа, наоборот, способствовал тому, чтобы в вас это развить, это желание, да? Да. Обычно же папы бывают как-то против, все-таки девочка женственная, Нет, платьюшки. наоборот, мама, естественно, ну, девочку ударить по лицу, там, как женщина, там, будущая мама, ну, как мама и есть мама. Мама Я сейчас переживала. это я сейчас понимаю, как я стала сама мамой, и уже сама понимаю, что я бы не хотела, чтобы моя дочь выступала именно по боям. Хотя меня все спрашивают, ты бы хотела? Я говорю, нет. Но если захочет, то я не буду мешать. То есть оставляете право выбора все-таки? Да, конечно. А я слышала, что вы хотели бы открыть свою школу восточных единоборств. Да, женская самооборона. И чего нам не хватает? Может чего-то дополнить, кого-то что-то надо дополнить. И вот у меня в проекте, в плане есть и открыть свою такую маленькую школу, именно женскую, именно женская самооборона, и там будет все входить, и как можно себя защитить в таких каких-то некомфортных ситуациях. И, естественно, следить за фигурой, за питанием, и привести человека в порядок, и что морально, что физически. То есть вы считаете, что все-таки нам этого не хватает? Женщина должна уметь за себя постоять и защитить себя? Да. Сейчас такое время, к сожалению, нам надо это. Я сталкиваюсь, я смотрю, я вижу, и в каком-то случае, что где-то мужчины многое начали позволять, и мне это не нравится, потому что мужчина должен быть оставаться мужчиной, и не равняться с женщиной. Если даже женщина где-то может быть там где-то, грубо говоря, перегибает палку, как мы все говорим в словаре, и может развернуться и промолчать, потом уже вы спокойно... Но нет, такого уже не встречается, все мужчины уже начинают почему-то уже даже в рукопашном бой входить с женщинами. Сейчас мы Ангелину напугаем. Нет, ну бывают такие случаи, но я думаю, во всем мире везде есть такое. Я считаю, что это неправильно. Ну, мы надеемся, что таких случаев будет все-таки поменьше. А скажите, а с каких лет может ребенок, девочка, заниматься восточными единоборствами? Ну, мое мнение, что чтобы она уже осознавала, что это, и как, ну, как-то в раннем возрасте многие хотят, там, девочки, там, 5-6 лет, и я считаю, после 10 лет уже, чтобы она понимала, что она хочет и как она хочет. Ну, судя я по себе, потому что я уже с 8 лет, как бы, занималась уже рукопашным боем, я уже понимала, что я хочу, как я хочу, куда я хочу идти, вот у меня были. То есть довольно ранний возраст. Да, ранний возраст. В школе были грозой? Да. Да? Боялись вас? Боялись, да. Да, меня с урока поднимали, говорили, Милана, иди разбери. Бывало такое. А какие у вас профессиональные планы? Вот, может быть, какие-то вам предстоят соревнования, скоро бои? Вот. Да, вот надеюсь, сейчас все документы уже подготовим, визу откроем, ну, продлим, потому что как-то окно закончилось, еще вот пандемия нам чуть-чуть помешала, и рождение второго ребенка, и как бы ждали мое восстановление, и буквально неделю назад я уже согласилась, я сказала, что уже готова, так что уже можете мне находить жертву. Какая прелесть. А, кстати, как вот вы умеете сочетать свою профессию и семью? Вам же нужно быть мамой, женственной, доброй, милой. И дети видят вас такой сильной вот в боях. Это никакого диссонанса не У вызывает? детей особенно, да, вдруг такая сильная мама, да, и в то же самое время нежная, добрая. Нет, ну, вроде бы в этом плане все хорошо, как бы я понимаю, что дочка это все понимает, и все спрашивают, и в садике, и вот твоя мама дерется, она, да, это моя мама боксерка. Когда уже приглашают в садик, или как бы провести с ними зарядку, это все, естественно, дети уже в этом возрасте, 5-6 лет, уже понимают, что и нахожу времени уже с семьей, тренировками, и всем, потому что без этого как-то не получится у меня сохранить и семью, и быть мамой доброй, нежной, и бойцом. Так что надо везде. Но вас выбивало это немного из колеи профессиональной, вот 2 декрета? Ну, естественно, во время прохождения декрета, конечно, ну, понятно, да. Потом вы быстро восстанавливаетесь? Да, ну, тяжело, но быстро. Ну, также говорю, если женщина захочет, все сделает. Когда говорят, что я не могу, меня не позволяет здоровье, или нет у меня времени, это все отмазки. Это вот женщин мы где-то, наверное, там
хитрим, придумываем себе какие-то отмазки, что мы устаем. Нет, ничего сложного нету. Если у тебя все по графику, по плану, по расписанию, в режиме, то ты можешь все успеть и все сделать. И быть мамой, быть спортсменом, быть женой, быть домохозяйкой, быть кухаркой, как меня дочка называет. Мама, ты кухарка и уборщица. Да. Скажите, вот у меня есть вопрос. Допустим, если спортсмен проигрывает, он расстраивается? Расстраиваться, это мягко сказано, наверное. Что делать, чтобы поддержать свой, в том числе, спортивный моральный дух? Спортсмена, что нужно? Я, например, есть такие спортсмены, которые относятся к проигрышам как, сегодня проиграл, но я отношусь к таким спортсменам, которые я ухожу в себя, у меня бывает депрессия, я переживаю, потому что я живу этим, это часть моей жизни, это многие говорят, оставь уже, ты уже дважды мама, зачем тебе? Это моя жизнь, это не просто даже хобби. И если я один день не потренируюсь, сделаю себе выходной, просто не выходной день, а будний день сделаю, я начинаю морально нервничать, я начинаю переживать. А если проигрыш, я начинаю думать, так, значит, там где-то я, наверное, не дотренировалась, пропустила. И для меня это очень тяжело удается. Сколько еще планируете заниматься спортом профессионально? Пока силы есть, пока желание есть, и я не собираюсь завершать. И могу многих расстроить, которые хотят, чтобы мои завершения карьеры. Я могу вас расстроить, что нет. А возрастной предел какой у спортсмена? Нету предела возрастного. Пока что есть, у тебя силы есть, амбиции есть, желание есть, нету. Потому что в Штатах, наоборот, многие женщины начинают именно показывать результат после 30. Есть девочки, которые были мои соперницы, кому уже 43, скоро она ей будет драться, ей будет 44, ей уже будет. Но, я скажу, она в лучшей форме, которая была раньше. Раскрылась с возрастом. Раскрылась, да. Но почему так происходит? Ведь с возрастом, наоборот, считается, что изменения в организме происходят, не совсем, наверное, положительные для спорта. Сил меньше. Или это все мифы? Мифы, да. Да, потому что у каждого организма, по-моему, по-разному все. И зависит от головы, то, что ты себе заложишь, так и будет. Я так считаю. Милан, вы очень позитивная, такую энергию очень приятную вы привнесли в нашу студию. Спасибо вам большое, что нашли время посетить нашу передачу. Мы желаем вам профессиональных успехов, чтобы были силы на все. Спасибо большое. Побед, чтобы больше никогда не расстраивались, и все было у вас прекрасно. Спасибо большое. Спасибо. Новых побед. А мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Ангелина, ты когда-нибудь была на осетинской свадьбе? Никогда не была, но мне очень хотелось бы там побывать, потому что я слышала, что осетинские празднества отличаются особой грандиозностью. На самом деле так и есть. У нас даже существует специальный календарь праздников. И некоторые из них имеют особенное значение, но с течением времени какие-то традиции уже утеряли свой смысл. Наверное, современные тенденции все-таки диктуют свою моду, свои какие-то обычаи. И я предлагаю выяснить эти интересные моменты у нашего следующего гостя, который провел не одну сотню мероприятий и очень хорошо разбирается в осетинских праздниках. Казбек Лалиев у нас в гостях. Здравствуйте, Казбек, наш коллега. Присаживайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Так, у нас Ангелина в гостях. Она с Москвы. Мы сегодня знакомим ее с Осетией, с нашими обычаями, традициями. Праздник, естественно, неотъемлемая часть Осетии. Как Ангелина, для того, чтобы понять в полной мере, ощутить то, что происходит и в Осетии, что из себя представляет тот или иной праздник, вам обязательно нужно побывать. И один раз тоже вам ни о чем не расскажет. Это нужно знать историю, обычаи, традиции, немножко почитать. Этого в интернете тоже достаточно, а уже далее мы можем прям по делу поговорить. В интернете существует много мифов и недостоверной информации, поэтому мы сегодня их развеиваем. Да. Скажите, пожалуйста, у осетин существует понятие «традиционная вера». Что это такое? Традиционная вера – это то, благодаря, и не только вера вообще, традиции наши.
и не только вера, обычаи. Это то, что нас отличает от наших соседних народов, от других народов мира. Наша эксклюзивность, наши особенности. Особенности касаются психофизики, касаются и музыки, и обычаев, традиций, всего, что из нас делает осетин. Потомков арийцев, скифов, сармат и алан. Ну вот раз уж мы говорим о праздниках, да, вот в Осетии существует, ну, вернее не так, как бы вы описали понятие осетинский праздник? Может быть, в 3 словах кратко, да. Кратко совершенно не получится, учитывая то, что я сам всегда являюсь в эпицентре этих событий. С многим я согласен, с многим я не согласен. Но изначально... Каждый, вы не согласны, не каждый согласны? человек же вот из себя представляет вот некую общность качеств, да? Каких-то даже его отличает от другого человека. Вот. Но то, что нас отличает от других, это немножко больше интеллигентности, изысканности, уважения друг к другу. Это те качества, которые когда-то наши предки 100% уже, и не спорьте со мной, это не миф, в Европу принесли рыцарство. Учитывая вот это все и по отношению к девушкам, к женщинам, к мужчинам, к парням, вот если вы это будете учитывать, вы не ошибетесь и нигде в просак не попадете, если даже вы попадете на какую-то традиционную мероприятие какое-то, например, святое место, где женщинам быть нельзя. Вы это почувствуете, поймете, если учитывать вот эту всю интеллигентность и рыцарство, все, что в себя вбирает, вы будете себя правильно вести. Расскажите, пожалуйста, о праздниках, где женщин нельзя быть. Это тоже, опять же, касается традиционных осетинских праздников. Не то, что женщинам нельзя находиться. Женщинам нельзя произносить имя этого святого, о чем мы говорим сейчас. Например, у Аштарджи речь идет. Совершенно скоро в одном из живописнейших ущелий нашей республики, это Цейское ущелье, Высокогорье, будут отмечать праздник Рекомзуар. По легенде, это одна из 3 слез Бога, которую он пролил по Нарт-Батразу. Это дань памяти, дань уважения это с нашей стороны. Вот. Если легенду «3 слезы Бога», вы как-то знакомы с этим? Не знакомы, да? Вот. Это покровитель путников, воинов, покровитель... вообще, если учитывать нашу историю, мы сами по себе народ воинственный. Люди, которые ходили в походы военные, которые защищали. Расцвет Аланской империи, средние века, упадок Аланской империи тоже. Это все связано с этим. Каждый наш шаг... Любой шаг, любая мысль, любое желание, оно все связано с тем, что нам должны покровительствовать. Вот Реком, Уаштраджи, наши покровители. Там считается, что находится вот в этом месте. Есть и женское место, и мужское место. Мужское место, там мужская энергетика из-под земли уходит вверх. Это уже доказано тоже. И поэтому женщинам нежелательно. Это вот по-современному, если описывать. А так женщинам нельзя приближаться, дабы не нарушать свою энергетику, дабы не осквернить чем-либо эти святые чистые места. Вот так вот. Ну вот такое же святое место у нас роща Хетага. Я тоже, наверное, не могу произносить имя этого святого. Просто мне хочется для Ангелины, чтобы ей стало немножко понятно, что за праздник вообще. Что за праздник, скоро. Праздник что из себя представляет? Праздник из себя представляет как пост, мини-пост. Как минимум 3 дня, 7 дней люди готовятся. То бишь не оскверняют ни свои мысли, ни свое тело ничем, что это может сделать. Пища, поступки, мысли. Все это приводится в порядок. Перед тем, как ехать в святое место, люди одевают светлые одежды. Они очень аккуратно подстригают ногти, волосы, чтобы они были во всем чисты. Считается, и это тоже я считаю, что это так, это мое, это действительно так. Чем чище ты, тем ближе твоя молитва и твоя энергетика, и твои мысли к тому, что ты посылаешь в космос. Вот это ж так есть, да? Вот. Люди несут 3 пирога, которые молча готовятся женщинами. Не произносятся слова, только внутри они тоже молятся и настраиваются на то, чтобы все, что сейчас делается, оно исполнило наши желания и мечты и приблизило нас к хорошей жизни, то, к чему мы все стремимся. Наше желание жить в благодати и жить так, чтобы приносить пользу не только себе, но и своей семье и окружающим людям.
Вот. Мужчины уходят с 3 пирогами, треугольными, там 9 углов, это все тоже сакральный смысл имеет. Напиток, пиво как бы считается, но он такой напиток, молитвенный напиток. Он простый, едни не готовится и не пьется, им тоже молятся. Все это зерна, все, что руками делается и взращивается в земле. И все, с этими мужчины идут в святое место, определенным образом молятся, пробуют, все это расставляется, у всего есть свой сакральный смысл. За взрослыми наблюдают младшие и определенным образом тоже себя ведут, и получается преемственность поколений. Далее с этого в этом святом месте побывало это все, помолились, возвращаются домой, и домочадцы, которые не могут выехать или не имеют права в это место святое выехать, должны попробовать, помолиться тоже и попробовать этого всего. Это вот вкратце, вот в общем. А что-то изменилось, например, в разрезе 300 лет? В разрезе... Какие-то новые традиции появились? Изменилось или нет? Вот мы насчет традиционной нашей религии, то, что нас делает осетинами, мы однозначно и достоверно не можем сказать. К сожалению, в 16 и 17 веке не было Осетия и Руштон телеканала, чтобы это все снять, сохранить и через 3 века передать. Вы же понимаете, что это из уст в уста. Так же, как и славянская культура, и любая культура. Но другим культурам очень помогли древние философы, которые писания у них были, да, труды. Они там все описывали. Благодаря которому мы узнали о многих народах. Да, а, к сожалению, вот среди остинского народа не было таких философов и людей, которые бы это все подробно описали и сохранили. И сегодня бы это бы передалось, как у египтян. Насколько я знаю, у аланов не было письменности. Письменность была, но этой культуры описать, сохранить не было, потому что я более чем уверен, что наши предки считали, что это будет всегда. Так же, как и песенная культура, молитвенная культура. Считалось, что у наших предков было 3 сословия. Земледельцы, воины и те, кто молились. Классические да, сословия. Казбек, а вот если мы заговорили все-таки о традиционной вере, и мы развеиваем мифы, давайте немножечко определимся, потому что многие считают, что в Осетии превалирует язычество до сих пор. Вот как язычество отделить от нашей традиционной веры? И по этому поводу много споров тоже. С этими людьми спорить бесполезно. Я считаю, что это, если уже у человека есть такое мнение, то ему помогут только знания. Приобретение знаний, больше ничего, спор не поможет. Тут зачем спорить? С людьми, которые считают, что это язычество. Это и не доказано, и недоказуемо. В любом случае, каждый человек имеет право молиться своему Богу так, как он считает нужным. И здесь приверженцев радикальных остинской традиции и верования, я их не могу осуждать. Может быть, где-то это не мое, но осуждать я их точно не вправе, потому что каждый из нас имеет это право быть свободным в том, как, где, кому и молиться. Другое дело других уже склонять. Это уже неправильно. Какие-то изменения, да, допустим, про святые места я вам точно не могу сказать, но, например, есть какие-то начала 20 века сохраненные видеозаписи, какие-то кадры, фотографии, как раньше, например, отмечали свадьбу, какие-то праздники другие, и как сегодня. 100% изменения есть. У нас очень много Европы, у нас много как бы то, что считается современностью из других культур, что считается модным. Сейчас стало очень модно совместные свадьбы проводить, такого раньше категорически не тоже не было, это считалось неправильно, но, может быть, когда-то кто-то делал так. Это уже решают сами фамилии и сами люди. Но то, что что-то традиционное сохраняется, и я надеюсь на то, что это вот эти новшества, которые букет невесты, там какие-то моменты, вечернее платье, потом традиционное платье, это все ради того, чтобы свадьба была, и свадьба была востребована, она запоминалась, и я рассчитываю на то, что это не сохранится, потому что это все равно чужеродное для нас. И это связано с тем, чтобы сегодня сохранить хотя бы те остатки и традиции, которые у нас есть. Вот я на это рассчитываю, мне так кажется. Мы будем на это надеяться, что все-таки все сохранится, хотя бы какая-то часть. И главное, что молодые будут это перенимать и помнить, и сохранять традиции. Это очень важно. Мы бы хотели, чтобы когда-то ваша внучка приехала и застала в Осетии традиционную свадьбу. Вы бы не хотели осетинскую традиционную? Безусловно. Без всяких букетиков невест,
невесты там, или вот каких-то ненужных и чуждых нашей культуре, может быть, красивых традиций каких-то или нюансов, но может быть, не совсем уместных здесь, в горной местности. Когда-то в Питере меня спрашивали, почему у вас худые ноги? Это студенты в СПбГУ. А почему они у меня должны быть толстые или накачанные? Он говорит, вы же там по горам бегаете и ходите. И худеете, да? Казбек, спасибо большое. Очень много полезной информации. Думаю, Ангелина, тебе тоже будет интересно это все еще и поизучать. Думаю, что не только мне, и телезрителям, и нашим телезрителям тоже. Спасибо. Спасибо большое, что нашли время прийти. А на самом деле, как уже отметила Ангелина, Владикавказ очень живописный город, и особенно это ощущается в теплое время года, с цветущей весны по красочную осень. Невероятный простор для фотосессий, который так пользуется популярностью в это время. Но кроме излюбленных фотографами мест, есть в нашем городе совсем нетипичные места, где могут получиться очень красивые снимки. Именно о таких уголках наши коллеги сняли очень интересный сюжет. Маленький, но очень уютный. Каждый уголок этого города хранит десятки, а то и сотни воспоминаний. На одних улицах время будто остановилось, другие же притягивают все больше жителей и туристов. 291 километр в квадрате и множество колоритных мест, фотографии из которых должны обязательно пополнить вашу фотопленку. Это место совсем недавно стало самой популярной локацией города. После долгой реконструкции Национальный музей распахнул свои двери для всех желающих прикоснуться к голландской истории. Однако оказалось, что привлекает это место не только любителей ушедшей эпохи, но и фотографов. Это относительно новое место для города, и здесь очень красивая архитектура, здесь очень много мест, где можно фотографировать и подбирать разные ракурсы, играться со светом. В разное время суток тоже можно приходить как утром, так днем, так и вечером, и будут получаться очень красивые фотографии. Ярко-бирюзовые двери и уютная аллея рядом с музеем стали визитной фишкой Владикавказа. Такая цветовая гамма сделает ваши снимки яркими, необычными и разнообразными. Эта улица образовалась в середине 19 века, и здесь не бывает толпы людей, фотографов или туристов. Но особенность у этой маленькой части города все же есть. Необычную роспись ворот на улице Гостиева заметит не каждый. Привычные нам горы, бурные ручьи давно перестали удивлять местных жителей. Однако фотографии возле этого рисунка передадут атмосферу старого Владикавказа. Этот арт-объект подойдет для любителей ярких и необычных фотографий. Граффити с изображением скульптора Сусланбека Едиева появилось во Владикавказе несколько месяцев назад и уже полюбилась творческим личностям. Идея создать яркую локацию появилась еще давно, но реализовали ее к 150-летию скульптора. Работа была выполнена в течение 2 дней членами творческой лаборатории «Портал». Несмотря на такой маленький срок, граффити получилось очень красивым и теперь радует жителей и туристов. Также у нас по городу очень много существует граффити. Вот, к примеру, граффити Сусланбека Едиева. Очень достойное и красивое место, где можно сделать очень хорошие фотографии. Многие фотографы его используют. Жители по-особенному любят это место. Атмосфера здесь отличается от других локаций в городе, ведь это самое историческое сооружение Владикавказа. Это часть той самой крепости, которая в прошлом была военно-стратегическим пунктом. Необычная аура этого места передается даже через фотографии. Сохранить в своем альбоме снимок крепости определенно стоит. Напоследок мы решили оставить самое красивое место города. Пройдя чуть выше к Осетинской церкви, весь Владикавказ будет как на ладони. Отсюда видны практически все памятники и даже самые узкие улицы города. Величественные горы дополняют атмосферу маленького, но такого разного Владикавказа. Сделать несколько фотографий точно не будет лишним. Все это лишь маленькая часть яркого города с интересным прошлым, которое и сегодня можно найти на улицах Владикавказа. Мадина Тимирканова, Майрбек Дидикаев, Урузмак Засеев, телекомпания «Сеть».
Ангелина, из предыдущего опроса по поводу мифов об Осетии мы выяснили, что большинство россиян как-то относятся скептически, даже, я бы сказала, побаиваются отпускать сюда молодых девушек. У тебя тоже, наверное, такое было, Дом? Но я не скрою, что когда я сюда решила приехать, то у моих родителей было некоторое опасение. Волнение. Волнение, конечно. Да, ну я понимаю, на самом деле это довольно распространенный стереотип, связанный, наверное, со всем Кавказом в целом. На самом деле это весьма ошибочное мнение, в чем убеждаются наши гости, побывав в Осетии хотя бы один раз. Недаром они готовы возвращаться сюда снова и снова. Я думаю, что и твоя семья после твоего путешествия готова будет тебя отпускать. Но на самом деле, если туристы здесь находятся временно, то есть такие отважные женщины, которые решили сделать Осетию своим домом, сменив свой привычный уклад жизни и став осетинскими невестками. И вот одна из таких девушек, Анна Дзлиева, у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Мы рады видеть вас. Как ваше настроение? Здравствуйте, настроение прекрасное. Чудесно выглядите. Благодарю. Сколько времени вы уже живете в Осетии? Я живу в Осетии с июля 2017 года. Но я вообще здесь родилась. Я жила здесь до 5 лет. После мы уехали в Москву, папу перевели. И меня всегда тянуло обратно. Осетия — это такое место, которое, если оно вот есть в жизни, то все. Оно больше никуда не денется. И это будут просто метания, наверное. Все время хочется вернуться, приехать, поехать вы родились в горы. в Осетии? Да, я здесь это родилась. ваша родина? Да. И вы что-то даже запомнили, да, из вашего детства? Из детства я запомнила вид из окна. У нас был виден Казбек. Этот вид, он отпечатался глубоко в памяти, и даже сейчас у меня тоже из окна виден Казбек, потому что для меня это очень важно, чтобы горы, они вот горы, наверное, в вашей душе. Да, бесспорно, и в душе, и в сердце. Но вот столько лет вы прожили в Москве, и вот эта жизнь, она как-то не поменяла. Ну, наверняка менталитет, он же не как-то отображается жизнь, да. на вас. В Москве я прожила 20 лет. Безусловно, она как-то сказалась на мне, но она в Москве, наверное, живут те, кому нравится быстрый темп жизни, кому нравится проводить 2 часа в пробках или ездить в метро. Это не ваше? Нет, это не мое. Здесь намного комфортнее. Здесь совершенно другой воздух, другая вода. Можно воду пить прямо из-под крана. Здесь в любой момент можно выехать, пожалуйста, 15 минут от города Балта. Шикарно, или как правильно сказать, шикарное место, потрясающе. Такое наполненное. И у реки, пожалуйста, выше. Ну, это сказка. Я не знаю. Осетия вообще это концентрация красоты во всех смыслах. Здесь все красиво. Здесь красивые люди, красивые своей душой. Они безумно талантливые. Какие красивые женщины, ухоженные. Просто если погулять вечером по проспекту, это подиум. Это последние веяния моды. Шикарно. Женщины любого возраста, они за собой ухаживают и выглядят, ну, безупречно, я могу сказать. И здесь красивые места. Мы часто ездим на машине, очень часто, и ночуем с палаткой, остаемся в горах с 2 детьми, ну, потому что хочется наслаждаться и как-то проникаться всем этим. Ну, тут невозможно жить не иначе, не любя это место. Ну, вообще невозможно не любить это место. Если человек добр, если его душа открыта, и он готов принимать что-то новое, то пожалуйста. Вот скажите, когда вы переехали в Осетию из Москвы, было ли что-то, от чего вы, допустим, решили отказаться? Или, может быть, вы приобрели какие-то новые привычки? Да, так получилось, что, живя в маленьком городе, ты прислушиваешься к себе. И тебе легче как-то понять, что ты вообще хочешь. И так мы с супругом, он у меня Остин, мы стали вегетарианцами, мы отказались от мяса, от молочных продуктов. Деток тоже приучаете к такой кухне? Дети, дочка уже стремится, сын нет. Ну, я не настаиваю, потому что я считаю, что это выбор. У нас это был выбор, и также у детей пусть это тоже будет выбор. Вообще у меня здесь такие мощные этапы самореализации происходили. Какие, например? Например, я несколько месяцев назад сбрила 70 сантиметров волос. Мне захотелось быть другой.
И как отреагировали? Вся моя осетинская родня, она меня поддержала. И свекровь, она потрясающая женщина, обожаю свою свекровь. Она сказала: ты большая девочка, ты уже можешь делать, что ты хочешь. Свекор тоже спокойно отреагировал. То есть все, на удивление, были очень... Ну, муж меня, соответственно, само собой поддержал. А какие ваши любимые осетинские традиции? Любимые осетинские традиции. Я даже не знаю, как любимые. Наверное, все они традиции, есть, которые они как бы есть, и их, да, и они ты все, ими следуешь. Они уже все в сердце, они, наверное. не выделяются, они как бы как часть по жизни. крови, да, текут, вот, и все. Особо. Вообще я хочу сказать каждому, кто захочет сюда приехать, чтобы обязательно приезжали. Но именно в Осетию, да? Именно в Осетию, конечно. Но чтобы они приезжали и слушали здесь, ну, как бы, людей, которые здесь живут. Не приезжали, чтобы приличия были соблюдены. Мне вообще этого хочется. Когда я призываю в Инстаграм своих гостей приезжать сюда, я говорю о том, что здесь прилично, здесь все на другом уровне, здесь люди статные, гордые, и у них есть какие-то... В общем, у нас... Получилось, мне кажется, развеять самый большой миф, что здесь все красиво, безопасно, все люди дружелюбные. Абсолютно да, добрые, что Осетия — это большая Спасибо семья. вам большое, мне Спасибо приятно, что вам. Осетия в вашем сердце. И я думаю, что, Ангелина, сегодняшний эфир понравился тебе, раскрыл тебе Осетию как мог. Я очень этому рада. И я узнала много нового. И я думаю, что ты теперь будешь изучать Осетию еще больше. На самом деле она многогранна, открывается каждый раз по-новому. И я думаю, что если вы приедете к нам, вы убедитесь не только в нашем гостеприимстве, но и в красоте и величии всей нашей республики. А мы желаем вам прекрасного дня и прощаемся до четверга. Всего доброго. Всего доброго.